До конца посадки еще 10 минут, а сотрудники аэропорта уже рассматривают воздушное судно в небе. Новый рейс – событие знаменательное. Этот маршрут связывает Ингушетию с Тюменью, до которой теперь можно будет добраться в течение нескольких часов, без пересадок. Как и положено по традиции, самолет встречают водяной аркой. Этот ритуал довольно зрелищный из иллюминаторов салона и из окон аэропорта, и из кабины воздушного судна. Перед глазами изумленной публики предстает великолепное зрелище – водная арка над самолетом. Яркое событие, которое бывает в жизни далеко не каждого пассажира и тем более сотрудника аэропорта. Через пару минут из самолета выходят первые пассажиры. Почти каждый из них вернулся на малую родину на праздники. В пути никто не устал. Долетели комфортно, быстро и без происшествий. Очень рада, что открыли этот рейс, очень довольны. Рейс прошел замечательно. А раньше как возвращались? Через Москву, через Миноды. Было сложно? Да, это очень сложно. Проще намного вот таким рейсом лететь. Экипаж замечательный, очень быстро, и все прошло на отлично. Приятные впечатления от первого рейса даже у самых маленьких авиапассажиров. Классный был самолет? Да. А что тебе понравилось? Мне понравился только самолет, как он взлетает. А ты видела, как водяная арка была там? Да. Красиво? Да. Всё. Я видела небо. Красивое было? Да. Ранее до Тюмени прямым рейсом можно было вылететь только из Минеральных вод. Новый авиарейс для многих стал приятным сюрпризом. Рейс тому, кто его придумал и организовал, огромное спасибо. Нам же, как жителям Тюмени, он очень кстати. Мы не то что... Я сам живу в Грозном. Даже те люди, которые в Махачкалу едут, они тоже садятся на этот рейс. И огромная благодарность. Нам очень повезло, что этот рейс действительно. Просто хотел в первую очередь выразить свою благодарность руководству Ингушетии, кто причастны к тому, что открытие этого рейса, назревший. Рядом представители Ингушетии, Чечня, Тюменской области, Ханты-Ямали, очень много. Время полета составило 3,5 часа. Рейс выполнялся воздушным судном «Сухой Суперджет», рассчитанный на 100 мест. Командир авиалайнера впервые доставляет борт в Ингушетию. Полет прошел замечательно, на высоте эшелон 360. Вот, это где-то 11 тысяч метров. Спокойно прошел, без болтанки. Вот, пассажиры были спокойно, себя вели. Все было хорошо, все летели домой. И мы первый раз прилетели в Ингушетию под большие арки водяные. Попали. Пока рейс запланирован на весенне-летний сезон. Авиаперевозчик компания Red Wings. Билеты доступны по минимальным тарифам от 6 тысяч рублей. Для людей это очень большое подспорье, что не надо ездить в другие регионы, чтобы отправиться куда-то или в путешествие, или по делам. Теперь люди могут прямыми рейсами от нас передвигаться и в Тюмень, и в Самару, и Санкт-Петербург, и в Сочи. Сочинский рейс на летний период у нас очень востребован, пассажиропоток хороший. Тюменский рейс также у нас есть рабочие, которые летают на вахтовый метод. Вот. И Санкт-Петербург тоже был востребован рейс. Мы надеемся, что у нас пассажиропоток будет хороший. К слову, Самара на сегодняшний день транзитный пункт для пассажиров, которые направляются в сибирские регионы России, а также Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан. Напомним, в 2021 году аэропорту Магаз имени первого героя России Суланбека Асканова присвоили статус международного, что открывает еще больше возможностей для новых направлений. Необходимость в этих рейсах была давно. Это и развитие туризма в нашей республике, развитие самого аэропорта, развитие всего региона, скажем так, в России. В последние годы Ингушетия активно расширяет воздушные связи. Запуску нового авиарейса посодействовал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Впереди еще больше новых рейсов и возможностей. На летний период в наших планах это возобновление рейса на Петрозаводск, который в прошлом году летал и очень себя неплохо зарекомендовал, неплохо показал. Также новые направления, это Уфа и Екатеринбург. То есть работа нами ведется при активном участии главы Республики Ингушетия, при содействии при организации Министерства промышленности и цифрового развития. Совместными усилиями эти рейсы мы открываем.
Самолет будет вылетать из Тюмени в 7 утра и после смены часового пояса приземлиться в аэропорту Магаса уже в 8:35 по местному времени. В обратном направлении вылет запланирован в 9:50 утра в воздушную гавань. В так называемую мать сибирских городов самолет прибудет в 3 часа дня. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.